Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Кто хочет вернуться в вашу жизнь и кто вернется в вашу жизнь? Давайте посмотрим, один ли это человек, либо это разные люди. Ни о ком не думайте, никого не загадывайте. Песочек все покажет сам. Песочек знает все. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Отсыпочка общая, мои хорошие, не забывайте, свое берите, чужое пропускайте. Вот здесь показывают человека, кого вы очень сильно любили, на кого очень сильно надеялись. Но между вами встала другая женщина. Здесь вообще мужчина показан с куриной лапой. Видите, вот она такая мерзкая куриная лапа у него в руках. Но тут 100% магии увели. Тут 100% был приворот, какой-то дурман, запудривание мозгов, шантаж, манипуляции, оговоры, грязь. Что-то было такое, вот прям, знаете, воняет, смердит даже, не просто воняет, смердит. Разбили пару, разбили вашу любовь. Мужчина вообще как безумный стал. Изменился до неузнаваемости, то есть он был нормальный, он был адекватный, у вас были планы, у вас были мечты, вы были вместе, у вас неплохо все было, да, неплохо, вам даже завидовали. Очень много людей завидовало и вообще говорили, какая вы красивая пара, и как вам с друг другом повезло, да, вот такие вот разговоры шли. А потом, как закрутилось, в каком-то таком бешеном грязном водовороте, мужчина поменялся до неузнаваемости, стал злым, скупым, агрессивным, как, знаете, дома не может усидеть, постоянно его куда-то вот влечет, манит, как бежит из дома, да, как ошпаренный бежит. Вот какие-то такие моменты, да, вас они пугали, вы боролись, вы пытались ему помочь, вы пытались его спасти, вы там и к психологу могли ходить, и, возможно, еще куда-то ходили, и с ним очень много разговоров было. А он, глаза пустые, лицо отстраненное, и не слышит, и слушать не хочет, и закрывается, и отворачивается. Ну, в общем, было больно, было страшно. Это буквально вот как ад на земле, да? В вашей жизни случился ад на земле. Вы с таким раненым сердцем вышли из этих отношений, себя по кусочку собирали, еле-еле на ноги встали. И до сих пор у вас на этого мужчину, на всю эту прошлую историю какая-то реакция идет, да? Аж сердце в кулачок сжимается, да, кровью обливается. Вы так и не поняли, да, что произошло, да? Ну что я тебе такое сделала, что ты вот так со мной жестко стал себя вести? За что ты так со мной себя вел? Ну хорошо, разлюбил, встретил другую. Ну можно же как-то нормально это обсудить, да, нормально сказать. Не надо же в сволочь превращаться, не надо же быть таким... Ой, нет слова, не могу подобрать. Ну вы поняли, да? Вы знаете, кем он был, да? Вы это все пережили. Мои соболезнования, мои хорошие. Не знаю, как вы выдержали, вы очень сильные девушки. Так вот, проблема была не в том, что разлюбил, а проблема была в том, что сильная магия пошла, очень сильная. Там крепко делали и делал, судя по всему, прям профессионал, и, я так понимаю, еще не один. То есть такой сильный приворот был, такая вот магия дурманящая. Еще мне идет, что он пил. Либо пил заговоренное что-то, да, что прям в кровь ему попало, либо ему делали на кровь, и он ее пил. Ну, вы поняли, какая это кровь, да? Вот. И поэтому так все сильно было. Значит, мои хорошие, я скажу так. Этот мужчина пошел во все тяжкие
И та другая, когда она увидела, что он уже собой не владеет, потому что любой приворот из мужчины зверя делает, да и женщины тоже, да, и на женщин делают привороты. Но женщины, они как-то более, скажем так, сильные, да. Женщина после приворота начинает угасать, а мужик начинает с ума сходить, понимаете? Тут разница есть такая. Но опять же, привороженный – это дорога в один конец, и дорога быстрая. Когда эта девушка, женщина, кто там, разлучница, это все поняла, она испугалась. Она испугалась и говорит: нет, мне такой тоже не нужен. И этот мужчина, буквально под смертью ходил. Там и аварии могли быть, и какие-то бандитские разборки, и шальные там пули, и несчастные случаи. Там что-то было. Что-то было. Я вижу женщину с его кровью, да, кровную женщину. Мама, скорее всего. Может быть, и не мама, может быть, бабушка, может быть, сестра еще, да, кровь одна. И вот эта женщина его там отмаливала, по бабкам ходила, по экстрасенсам ходила, эти привороты с него снимала, еле-еле с того света вытащила, буквально с того света вытащила. И этот мужчина очень долго в себя приходил, очень много времени ему потребовалось на то, чтобы восстановиться. У него такие пробелы в памяти, у него, как вырванные куски жизни, понимаете? Вот так я вижу, так на него приворот лег. Еле-еле на ноги его поставили. Но что ему помогло? Это вера помогла. Да? Он тоже молитвы мог читать, и в храм ходить. И вот вера ему тоже помогла. Я так скажу, девочки, то, что он натворил, его, да, простить нельзя. Но он творил, не ведая, что творит. Да? Не в себе был человек, не в себе. Его грех, знаете, какой? То, что он с той разлучницей стал общаться. Если бы он не общался, да, если бы он там на лесть не был падок, она ведь его улестила, она же ему начала рассказывать, что ты такой красивый, такой сильный, такой сексуальный, все, там, не могу, горю, давай. Да? То есть она его буквально уговорила, что нельзя просто к мужику подойти и рот ему открыть и налить ему туда. Нельзя. А она вот начала, и он не отказался, ему это понравилось. И дальше уже он себя не особо помнит. Это страшный период в его жизни. Но сейчас он без этого приворота, да, потому что лапу он в руках держит, то есть он ее из себя вынял, магию эту. И ни с кем другим он отношения так и не построил, хотя время прошло. Мало того, что не построил, так его и женщины шарахаются после этого всего. Вот магия и то, что его избавили от приворота, сработало так, что женщинам он стал неинтересен. Вот просто неинтересен. Но они от него шарахаются, мне идет. И не симпатичный, и неприятный, и незаметный. Просто какой-то мужичонка. И вот он начал думать о том, что да, он, конечно, с вами очень плохо поступил, но а если попробую? А если вот приду и честно расскажу, что со мной случилось, и расскажу, что я и сам был не я, и это все переворот, и, конечно, там признаю все, что там натворил, и прощения попрошу, вот так в ноги упаду ей, да? Она женщина добрая, авось и простит, да? Смилуется и простит. Какой-то такой у него расчет идет. Он думает об этом, он к этому готовится, но что-то внутри, вот как стоп-кран работает, да, что-то его останавливает. Останавливает то, что времени много прошло, останавливает, что, возможно, вы уже своей жизнью живете, да, может, вы на ноги встала, там, жизнь свою построила, может, и мужчина у вас теперь есть. Вот это может останавливать. Но очень ему хочется вернуться в то прошлое, где у вас было все хорошо. И он верит, что это возможно. Вот. И мне идет, что все-таки он появится. Появится, упадет во ноги, расплачется, честно все расскажет, объяснит, и попросит прощения. А дальше будет уже действовать по обстоятельствам. То есть, если вы там простите, то он как бы не растеряется и будет предлагать вам: а давай-ка мы там типа вспомним былое, заново начнем. А может будет заходить как, типа мы друзья, начнет с вами общаться и опять вас зазывать в отношения. Мне идет именно такой мужчина.
И знаете, что еще неприятно? Что когда он появится, у вас же эти все воспоминания, они как будто бы вот перед глазами пролетят. Вы все это вспомните, а что самое страшное, вы все это прочувствуете еще раз. Нужно ли вам это? Нужны ли вам такие потрясения? Нужен ли вам этот стресс? Я думаю, что нет. Думаю, что нет, и все. И будь я на вашем месте, понятно, что вы все разные, но вот я говорю со своей позиции, вдруг бы мне такое пришлось пережить, я бы не пустила этого человека. Вот честное слово. Ведь из-за него это все началось. Да, он пострадал, но вы же не меньше пострадали. Вы же не меньше. Вы же за любовь свою пострадали. А он пострадал за то, что он любит лезть. За то, что какая-то обольстила его, да, там подлезала, и он поплыл. Он за это пострадал. А вы пострадали за свою любовь. Вот. Не знаю, как по мне, так этот стресс вам не нужен. И опять же, в одну и ту же реку не войдешь. Это истина. И тем более было бы с кем входить, понимаете? Вы теперь красавица, вы умница, вы такая перспективная. Все мужики на вас смотрят, слюнки глотают. Да зачем вам этот? А вдруг опять он за старое возьмется? Нет же никаких гарантий, да? Тем более, если приворот лег, значит, у него нечистая карма. На чистого человека никакой ни приворот, ни магия не ляжет. Если у человека чистая карма. Если у человека есть какие-то крючки, да, эти грешки, отработки, то да, его можно очень легко и приворожить, и испортить. Нужно ли вам это? Зачем вам это? А если ребенок от такого человека, то что? Ваш ребенок тоже под угрозой будет? Ну, как по мне, так и не надо. А вы уж там сами смотрите. Если вы прям до сих пор любите, не разлюбили, ждете, ну, тогда все исполнится. Он придет и все расскажет, прощения попросит. Дальше еще одного человека показывают. Но тот человек разведенный. Развод такой тяжелый был. Он буквально выгрызал свою свободу. По кусочку отгрызал. Все зубы сточил. Там, видно, крепко его супруга держала. Не хотела его отпускать. Ой, не хотела. У мужчины тремор в руках. Но не потому, что он пьющий, а потому, что он, ну, как вы через ад прошел. Там столько грязи на него вылилось. Там его обвинили во всем на свете. Там даже вот ему какой-то суд угрожал. То есть его могли обвинить, там, не знаю, там, в домогательстве, не знаю, к детям, например, да, какое-то страшное обвинение. И он такое пережил, он сейчас так состарился, на дедушку похож стал. Он, может, мужчина молодой, а выглядит как дед. Ой, травмированный, с ног до головы травмированный. С этим мужчиной у вас то ли роман был, то ли симпатия была. То есть, может быть, и никакого романа не было, но симпатия была, и симпатия была взаимной. Там у него упыриха жена, не по любви, но по расчету, вот так вот вцепилась и кровь пила, ну, деньги качала, да. И, возможно, он, зная, что жена агрессивная, просто не стал за вами ухаживать, оберегая вас и не желая вам плохого. Ну, знал, что она может там такие проблемы устроить. А зачем любимую женщину подвергать таким проблемам? А у кого-то отыграется, что у вас был роман, и когда он там заикнулся про развод, там все, с неба камни посыпались, причем горящие камни. И он взял это все на себя, он не сказал, что вы – это вы, он вас закрыл. Скорее всего, он порвал с вами отношения, либо как-то слился. Вам показалось, например, что слился, а на самом деле он вас уберег тем, что он вас скрыл, что это его упыриха жена про вас не узнала. Я не против женщин, я не против жен, но просто бывают такие жены, которые не по любви, но по расчету мужикам жизнь портят. И я против этого. Я против, когда женщина не ищет любви, но ищет достатка и, ну, хорошему мужчине полностью вот так перечеркивает его жизнь и судьбу. Я против этого. Ну вот здесь именно такая ситуация. Была бы она хорошей женой, любила бы она его, ну как бы и не пила бы у него кровь, да, и все бы, может, по-другому случилось, и он бы там, ну,
и не смотрел направо и налево. Но там прям жестко. И вот он очень долго с ней разводился. Вы про него ничего не знали и не слышали, либо, может, какие-то там отголоски получали информацию, но не более того. Этот мужчина о вас до сих пор думает и до сих пор мечтает. Но он так плохо выглядит, он так сдал за это время, он даже может чем-то болеть, да? Истощение, может быть, еще какие-то на фоне стресса, болезни повылазили, там кардиосистема, желудок мог посадить, там язву мог себе заработать. То есть он понимает, что он непрезентабельно выглядит. У него проблемы, по здоровью проблемы, в жизни проблемы, там, развелся, всего лишился, грубо говоря. И он понимает, что он не может вас оскорбить и прийти к вам в таком состоянии и что-то вам предлагать. Да? Ну что он скажет? Я старый больной мужик, бери меня к себе, потому что я тебя люблю. Он любит вас до сих пор и любит по-настоящему. И этот мужчина честной любовью вас любил. Он думает и мечтает о вас до сих пор. Не посмеет он к вам прийти, но не сейчас, но в будущем вас сама судьба может свести. Когда он более-менее оправится, придет в себя, когда чуть-чуть там лоском ведет, от тремора избавится, может свести судьба. Вот если сведет, то все, считайте, что это ваш суженый. Если нет, то на нет и суда нет. Понимаете, да? Ну вот показали такого персонажа. И еще одного мужчину показывают. Третий мужчина. Третий мужчина прям красавец. Красивый, молодой, здоровый. Но он почему-то на расстоянии с вами находится. То ли вы переписываетесь в интернете, у вас интернет-роман, то ли вы в одном месте живете, он в другом месте живет. Ну, так случилось, да, там разъехались, либо он там на работу уехал, там служить уехал, да, куда-то он уехал. Вы знаете, с этим мужчиной у вас точно встреча будет. И у кого-то еще отыграется, что он уже все продумал, он все просчитал. И почему-то мне еще идет, что он кольцо вам готовит. Либо кольцо как подарок, да, вот, подарок своей любимой женщине, либо кольцо как предложение руки и сердца. Ну, время девочки покажет, все-таки общая отсыпка. Настроение у него невероятное, чувства к вам горячие и все больше и больше подогреваются. Желания у него самые прекрасные, да, быть с вами, любить вас, заботиться о вас, помогать вам, защищать, да, вас. Очень прекрасные. Мне очень нравится этот мужчина. И вы друг напротив друга стоите. Хоть между вами и расстояние, но на друг друга смотрите, да, в сторону друг друга смотрите. И мне очень нравится этот персонаж. Как говорится, дай Боже, да чтоб счастье было, да чтоб все у вас получилось. И мне кажется, что и получится. Вы знаете, о ком речь идет. Вы тоже его ждете, вы тоже о нем думаете. И, возможно, тоже какой-то подарок ему приготовили. Может, у вас уже какой-то день встречи назначен, да, либо вы как-то там спланировали встретиться. Ой, это прям милота. Тьфу-тьфу-тьфу, дай Боже, не хочу на этом долго останавливаться. Да будет так, воистину так и будет. Счастья вам, мои хорошие, любви и добра. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.